Мы тюрки все. И кумыки, и нагайцы, и карачаевцы, и все, кто не забыл историю прошлого, мы прекрасно понимаем, тот же Мурад Анжи, у него есть такие слова: горы знает, земля знает, мы знаем. Кто сказал? Никто не знает. Он говорил об истории, о прошлой Руси, которая нам в искаженном виде. Мы не можем отрывчато сегодня говорить о языке, если история вся искажена. Какая у нас история? Она, понятно, написана в Риме, иезуиты меняли его, меняли Рюриковича на Романовых, потому что Рум это оттуда, она не имела никакого отношения. Русь поменялась на Россию, Россия это означает зависимое положение, опять же, оттуда, Ватикана. Поэтому все эти вещи, на которых когда-то могли мы закрывать глаза, сегодня понятно, растет и самосознание. Мы все становимся, читаем больше виртуальный мир, имеем отношения с другими странами. Нам есть и чем гордиться, есть чем считаться. И, соответственно, мы должны придерживаться своего прошлого. А прошлое мы прекрасно понимаем. Тот же Мурад Анжи, к сожалению, неудобно говорить, когда кто-то еще разговаривает, если можно, немножко отвлекает, Гайер. Учитывая, я говорю по памяти, как говорится, просьба послушать. Если можно, я буду короток. Все-таки мы знаем, что тюрки, татары внесли большой вклад в становление этого государства. Начиная с начала IV века, понятно, великое переселение кипчаков, как история называлась, мы понимаем, наша, правда, одна из племен тюрков, разбили Римскую империю, его стены, победоносную армию, и в последующем разбились две империи, появились Византия, которые, кстати, татарам платили дань. Это история, потому что, как правовед, для меня очень важно, когда искажается все, что история была сделана, и сегодня через русский язык пытается на нас как-то влиять, я это вообще не понимаю. Вот видите, мы говорим на русском языке. Я родился, вырос в Чечено-Ингушетии, учился в кумыкской школе в советские годы. Кумыкской национальной школе. Представьте, советская власть, которая вроде бы все запрещала. Я закончил, русский язык знал достаточно сносно. Выучил его на слух в армии. Потому что тюркский наш язык, он смысловой. Мы всегда ищем смысл. Вот теперь попробуем понять смысл того, что происходит сегодня. С какой целью это делается? Почему все, что связано с тюрками, татарами, их прошлым, умаляется в нашей стране? Почему это происходит? С одной стороны, религия в какой-то мере. Также целый букет законов приняли уголовный кодекс для того, чтобы преследовать мусульман именно по религиозным мотивам. Мы знаем то, что Гайар Эфенди сейчас напомнил, шейх Махмуд Велитов, имам московский. Его посадили, как я подчеркиваю, за веру, за то, что он прочитал заупокойную молитву. И сегодня я дошел до Европейского суда, и слава Аллаху, 18 числа уже последний срок. Мы ожидаем уже до осени получить соответствующее решение. Мы надеемся, мы докажем, что это было преследовано за религию. Это взаимосвязанные вещи. Народ, имеющий свой язык. Вот я для примера себе выписал. В 93 году один последний считается классик 20 века Бродский, который покинул благополучно Советский Союз, встретился с другим лауреатом тоже Нобелевской премии Дереком Улкат. Они 9 сентября 93 года вели разговор о языке. Вот я хотел бы оттолкнуться от этого. Он высказал очень интересную вещь, что, говоря о поэзии, надо говорить о его взаимосвязи с языком, пространством истории. Я как раз о пространстве начал. Потому что невозможно, теряя свой язык, через свой язык мы можем передать все. Потому что, как же без этого возможно? Но некоторые считают, что язык можно просто так. В русском языке, все мы понимаем, половина слов тюркских, татарских. О чем они говорят? Тогда что они хотят, матом что ли друг с другом разговаривать? Они не то что запретить, ограничивая, изучая тюркские языки, в том числе, если в Татарстане живут, вот вы сказали, обозначили Конституцию. 68-я статья, пожалуйста, позволяет, дает право республикам устанавливать государственные языки. Татарстан республика. Соответственно, он имеет право, никто не имеет права посягать. И дальнейшее, то, что мы многонациональный народ, у нас власть принадлежит народу, все это общие формулировки тоже знаем. Ни одна идеология не должна иметь преимущество. Разнообразие идеологий объявляет у нас. При этом мы видим, 29-я статья, все религии равны. У нас больше прав у атеистов, чем у верующих людей. В то же время мы видим, как инкорпорирована русская церковь во власть и устанавливает те правила, которые угодны, которыми также управляет из Запада. Какое отношение все это имеет к тюркам, татарам? Какая у нас связь? Это же обрывается. И сначала убирает 5-ю графу, не спрашивая ни о чем.
в этом паспорте, теперь уже пытается ограничить его изучение. Если люди живут там, в Татарстане, русские, не русские, почему они не должны изучать? Они обязаны это изучать. Если мы детей отдаем сюда, национальных семей, они же изучают русский, даже это не обсуждается. Плюс навязывают какой-то немецкий или английский, как правильно вот первая выступающая говорила. Но это тоже нормально. Мы не против этого. Мы за знания, потому что знание нас обогащает. Вот с точки зрения истории, если посмотреть, мы понимаем постоянное искажение прошлого России, вот непризнание, что произошло, каким образом Московия стала вот центром такого государства. Кто сюда принес веру? Именно татары. Это удивительная история, как будто это можно как-то скрыть. Да, уничтожались беспощадно, сжигались книги, уничтожали людей. И в то же время, конечно, если взять даже распространение ислама, если арабы шли одними, не то что лозунгами, как они наслаждали ислам, в том числе Кавказа, почему кавказцы сопротивлялись, начиная от Дербента, но когда тюрки взяли знамя, огузы, они совершенно по-другому вели себя, поэтому много веков вся Европа приняла, в большей степени была исламизирована, они могли, в принципе, весь мир сделать таким, но такого и защищены были все, в том числе православные христиане. Конечно же, за языки мы должны держаться свои, я полагаю, потому что так же, как этот классик Бродский, я начал с него, говоря об этом, он сказал, наиболее здоровая возможность проявления человеческой души является язык. Если человек все атеистические религии признает, состоит из тела и души, душа не принадлежит нам, нам его дал Бог, Аллах дал душу. Соответственно, языком мы проявляем свою душу. Не слышу. Вот поэтому с этой точки зрения, конечно же, проявление души человека, язык ограничивать никаким образом нельзя. Раз ограничивать, значит есть определенная проблема у тех людей или недопонимание. Таким образом, сделать так. Очень жаль, что некоторые представители татарского народа, облеченные, может быть, духовный сан или имеющие должность, в большей степени получающие благо от религии, тоже выступили против. Мне это в большей степени удивляет. Как же это так? Если это вы представители народа, вы, более того, презентуете себя как мусульманские лидеры, вы, в первую очередь, имеете доступ к кабинетам кремлевским, властным, они должны были бы прежде всего сказать, этого нельзя допускать. Но, к сожалению, это не делается. Это же не делается тогда, когда татар, мусульман сажают в тюрьмы. Целый букет законов, я сказал, вот этот язык, использование языка, религии, взаимосвязи с статьей 282 экстремизм или публичное поддержание, как было дуа, сделанное дуа после джаназа намаза, приняли как поддержание терроризма. И все промолчали. Все промолчали, все проглотили это. Ну, конечно, один человек для вас, если ничего не стоит для нас, то какая разница, с нами можно что угодно делать. Почему сегодня шейх Махмуд находится, верный исламу человек, в астраханской тюрьме? Я не понимаю. И когда я обращаюсь в Европейский суд, и вот позавчера я получил ответ властей Российской Федерации на свою жалобу, они считают, обращение по закону мусульманина в суд является злоупотреблением права. Посмотрите, до какой степени дошли. То есть им не интересны мусульмане, которые в рамках права действуют, но более интересны вот такими бородами, что опустили, автоматами, тогда легче уничтожать. Понимаете, без суда и следствия. Но тем не менее мы должны знать свой язык. Слава Аллаху, мы знаем и русский язык, знаем другие языки. И понятное дело, не бояться своего тюркского прошлого. И те идеологии, штампы, которые нам насаждали, типа пантюркистов, все, что связано тюрками, их верами, какими-то, они называют то сектами, сейчас смотрят Сулейманчылар, Нурчулар, кто бы ни был, кто несет какой-то пункт ислама, сразу попадает. Вот 2003 год, Хизбут Тахрир аль-Ислами, да, это не тюрки. Но столько тюрков сидят в тюрьмах, вы представить себе не можете, сейчас дело дошло до суда, люди, от 10 лет люди получают сроки за то, что пришли куда-то, поговорит азиаты, тоже здесь Кипчака, да, тоже тюрки, одна из наших ветвей, их за то, что пришли, они, собираясь здесь на чужбине, хотят общаться друг с другом, изучать свою религию, какая разница, с какого источника, их признают лицами
террористами. Поэтому я считаю, Конституция... Да. Можно все-таки поближе вот к теме нашей, к языкам, понимаете? Это у нас... А я не о языке, да? Да. Ясно. Хорошо, ну давайте вернемся к языку. Я обратил внимание, правовой посыл, статья 68, пункт 2, Республика о праве устанавливать государственный язык. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные учреждения, республик, они употребляются наряду с государственным языком. Что и было сделано в Татарстане и других республиках, везде. Говорят, вы зря разделяете так, я не разделяю. А? Кроме Карелии, там нет. Да, ну да. Возможно, где-то я не анализировал по всей России, но Конституция такое право дает. Если возьмем статью еще одну, например, 13-ю, Российская Федерация признается идеологическое многообразие. Это тоже имеет очень важное значение. Нельзя язык просто оторвать. Вот, например, тоже идеология, кто-то говорит, наша идеология ислам. Все, ты попадаешь под статью. Поэтому оборвать, сказать, нам кто может запретить общаться с вами? Мы будем с вами общаться на татарском, тюркском языке. Но то, что государство вмешивается в это и пытается ограничить и дать язык, который не является таким старым, таким древним, не имеет такие корни, я имею в виду русский язык, который наполовину, давайте, возвращаясь к этому, для того, чтобы историческая справка, когда в Древнем Киеве, якобы, где произошло крещение Руси в 998 году, Киев отмечал 1500-летие со дня основания Киева, недавно, уже после независимости. И там крутили такие слова. Вот послушайте, вы татары. Ходай алдына бетен эдем ачык олсун. Говорили они. 1500 лет назад, это каждый человек должен перед Богом предстать открытой душой, о чем мы говорили. Соответственно, тот же, кто писал повесть временных лет, половина которого тюркский язык и татарский язык, или там кумыкский другой, это все, понимаете, сокрытие самой истории приводит к такому. Если бы мы все понимали, русские даже этого не знают. Если я не могу здесь отличить русского от еврея, или, армян еще могу. Потому что средства массовой информации находятся в руках определенной категории лиц, но не потому, что я хочу национальное подчеркнуть. Но мы не имеем, я не знаю, к какому татарину можно обратиться, татарские источники, даже подавая о судах, когда касается татар, ссылаются на пресс-службу Генпрокуратуры и Следственного комитета. Иногда я звоню, говорю, что с ума сошли, не можете нам спросить у меня, я его защищаю. Вам не интересно мнение защиты? Поэтому, конечно, проблема у нас тоже есть. Давайте к этому относиться самокритично. Я думаю, что у нас, конечно, есть великое прошлое, не менее значимое будущее, если будем держаться. Но, однако, уголовный кодекс пишется против нас. Потому что люди уже начинают бояться своей национальности. Приезжая в большие города, они пытаются, вот эта адаптация они называют, быть похожими на тех, кто есть, а здесь нет русских. Вот поэтому... Если бы мы четко понимали разницу между Русью, хорошо читали хотя бы Мурада Анжи и Россией, и, соответственно, мы лучше бы знали свое прошлое, своего народа, это, конечно, тогда, какую бы должность мы ни занимали, мы бы четко придерживались своего. Если мы не будем уважать себя, нас не будут уважать другие. Поэтому Аллах buyursa, öz bizni telebizne yürütecek, biz öz bizim dinimizne. O Ruslan'ı tarihi bizimki gibi değil, başka. Bir adam gelip bizim bizge Kumukça, Türkçe, Tatarça söyleme demez. Bizim uyuda mesela. 20 yıl başka yerde yaşaybız, bizim tilimiz var. Biz bir Orus tilsiz anlayız birbirini. Kırım Tatarlar da anlay mı? Kayseri'ye git. Не давайте. Карагыз, Алтай, уходи. Че русского? Уходи, потому что наши предки были кочевники. Урал, get. Что это такое? Сибирь, Ермак, Ермак, Кар, зима. Все тюркское, прошлое. Они искажают нам, навязывают какую-то иезуитскую историю, чего нету. Мы сыны великого народа, прошлого. Не шовинисты, не националисты. Всех принимаем. Давайте хранить свое прошлое. Мы обязаны это сделать в память о тех, которые нам дали нашу кровь, наши гены. Аллах бюрса бәдзат яхшы болу.